принято в 92 году. То есть после этого пока нет ничего. И если есть какая-то концепция, она может быть предоставлена на будущее, да, там какая-то инициатива, какое-то свое видение, его, если ознакомить общество с этим, и оно будет более приемлемо, чем там существующие законы государства для народа. Короче, Иштебем Уолбир Працу. Хотя у нас существующая вот эта наша конституция, эксперты международного права, такие как Джалимус, Дайнус или Дайнус Джалимус, они говорят, что эта конституция отвечает всем нормам там цивилизованных там конституций стран мира. Мы вставим вашу святую Короче, ситуацию. Ну-ка. А какую-то концепцию вот для того, чтобы достичь вот этого возвращения нашего государства, нашей Родины, потом как-то провести объединение, там, консолидацию там, народа, да, там любые концепции, они должны рассматриваться в обществе, в гражданском обществе, в каких-то политических движениях, чтобы прийти к вот этому привлечению к ответственности русских и на те позиции, когда чеченский народ может снова уже как бы являться снова единственной властью там государства, которое будет принимать дальнейшие действия. Механизм. Вообще рассматривать, и они все уподобляются вот этим вот всяким будулакским движениям. Или я что-то, может, неправильно в вашей дискуссии уловил, и о чем-то, возможно, другом говорили. Ну, если речь об этом шла, то кустарные условия, какая-то группа или какая-то политическая партия или движение не может ничего как бы менять курс, принятый народом. Последний раз, когда он был принят народом, он вот такой этот курс. И даже в каких-то концепциях, которые могут быть рассмотрены, чтобы привести народ вот на эти позиции назад, они тоже не могут кардинально отводить или отходить тоже от существующих там законов каких-то. Как бы под русский сапог, чтобы нас, то есть противоречит Конституции, там тоже не, это одно и то же как бы получается. То есть как свои потерять суверенитет там или еще что-то такое, значит, короче, и основной принцип сейчас противоречия, что мы тоже как бы оно уже незаконно, недействительно, что Палхулхтуна. Ситуация, улка только дуненно. Улк течебен, они служат. И еще один важный момент. Если цивилизованный мир хочет стабильности, пожалуйста, решайте свою проблему в виде взбесившихся русских, которых все как бы
с попустительства, а иногда из подачи, вот сделали их вот такими раздраконенными, короче, агрессивными. Это тоже сейчас всех вот да, давайте мы будем сидеть и попкорн есть и смотреть, наблюдать, кто следующий, потом кто следующий, потом он понял, а потом, может, и не останется никого, чтобы понимать. Ой, что, и думает, что методом, дайте. Давай, что взбесившийся, резко будешь, лоузер, короче. Угор, щаща, хитрожопа, боже. Лил, что шать, щаща, хитрожопа, бывает. Ще що, армянич, виржи, там, украинич, там, казахстанич. Да не надо было вообще, не надо не агрессивничать. Надо вот было по-хитрому, там, по-хорошему улыбаться. Давайте сейчас покажите, посмотрим, что после Украины там, не дай бог, что будет. А войдам должен ситуация, сам мир должен теперь своих вот этих говнюков что-то с ними сделать. И вот тогда мы имеем полную возможность уже свои какие-то права предъявлять всем в морду, грубо говоря. И предъявлять, для что? Из-за на общепринятых принципах, на законе, наших законах, ситуациях раньше. Це новый двулде, что гумнищий, так как будто бы гинцелс веспешвент меллилен преступление, и цадай нет, на нас напали. Нас как государство в конце 20 века колонизировали. Плюс к нам применили вообще запрещенные приемы в виде там международного исламского терроризма, да, внедрения его в нашу суть, то есть ады до тебя. И за это все нужно нести ответ, если война хилах, если войне на хилах, короче, це же раз посолтва, а вой шулки убить война хила, это все нужно будет возвращать на круги свои. Ишь тебе, я при других каких-то здесь, то есть если здесь мы где-то все нашу вот эту государственность, законность, если мы где-то выкинем на полпути, это, то получается все, что с нашим народом творилось, это вайбехка больше. Значит, становится больше, а в такой ситуации, как будто бы ламац, то эспешенька ладу, что их полностью уводит от ответственности за все прежние их злодеяния. И нас ставит в один ряд с вот этими подружскими там республиками, которые Цогдаешь, шаздать, модерн дейца, да? Сейчас хитрожопы даришь, а там езари, дари, дари. Просто ще на очередь лячку. А возомнить то из себя, да? Что хитрожопых или еще в Украине на изматор ще очередь тратишь. Но это другая чуть-чуть тема. И что мдук, хривуш твои, хотя что интересно, мдук, так и развитие, как бы это по-другому могло. Bunlar Sanchos elleri концепция. А мало концепция, он миражный бой. Эту бац, а вообще концепция кверчаясь даже не то, что там он миражит на ходу. Но 8 году из 97 года царь Идиговский поправок сейчас. Из поправок царь Сучах Ицелил именно с Галяховс пункт статья параграф 6. Царь, это же царь имел принять закон, да, с остальными вытекающими. И царь юридически бух получается барасом. Значит, юридически бух получается. Президенту Мяллерин должен дать, вот согласно вот этим, короче, там, моментам, шадеги нелегитимный дух получается. И что ли?
Ну, шаардык нелегитимных вариант. Я просто президент один дал заявление, что и президент, муфти мол, говно бичкириц Ахмад Хаджи. Свой яиц нашли штат вообще. Отойдя от Конституции, Мелвин заявление, Мелвин из вообще пустота, пустышь. Амабахар. И все Амабахар, вот эти дальнейшие, которые уже после основного подлога были приняты какие-то вот эти якобы поправки, ну, они, если рассматривать там, с юридической точки зрения, они все тщетны, но даже, ну, как бы все недействительны. И включая подлог, короче, основной и все остальные. Но если даже рассматривать их степень, да, ничтожности, то то, что вот 43-ю статью поменяли, уже отталкиваясь от этого подлога, да, понятно, она недействительная, но если степень ее, опять-таки, рассматривать по сравнению с тем, что вот изначально они подлог сделали, Эндерби и Фидигов в 96-м, у нее больше, как бы, наоборот, даже возможностей, ну, на жизнь, да, вот этих вот, потому что это было законным парламентом сделано. Понятно, оно уже все основано на подлоге, но по степени оно выше стоит, чем подлог основной. И поэтому статья 43, да, которую вот эти депутаты поменяли уже нового созыва, где в статье 43 сказано, что гражданин Чеченской Республики имеет право исповедовать любую религию в рамках ислама. Вот ее Идигов в свою конституцию не записал, вот эту поправку. Также в статье 95, когда суды, речь идет о судах на основе шариата, это тоже Идигов не вписал в свою конституцию. Но его подлог с Яндарбиевым, который он вписал в свою простоквашинскую конституцию, они вообще ничтожны по сравнению. Эти тоже ничтожны, потому что основаны на вот этом бреде уже. То есть там огромный подлог вот это в государстве произошел, да, там государственное преступление, я не знаю, высочайшего масштаба, да, полностью подлогин Конституции. Все депутаты второго созыва, они отталкиваются от этого подлога, то есть им подсунули свинью, ну, как бы, образно говоря. Ищет, короче, ситуацию у тебя, но с идиговским подлогом сравните, что вот у этих степень на как бы, претендовать, она, понятно, она нулевая у обоих, но все равно по своей степени она выше стоит, он подлоге. А тут он, видишь, это не принял. То есть свою конституцию не вписал. Ни он, ни Закаев, который у него свистнул конституцию. У них нет этого никакого. Ищет, короче, курбук церкви. Ты puhuttadas ideāļus vārds. Ицу художественной конституции 92 года и улучшена им. За конкретно хорошо молодую. Целец, вообще пацан могут сухая. Но после первой войны сидел еще вообще молодой, как депутат, действующий помощники, что сидят, она еще во время первой даже, да, сидел вообще юный. Во время второй уже постарше улиц. Чего вообще ни хрена нести, да, умываться. Там они пишут, что литовский конституция, и то уже не Нива, и туда-сюда. Ну, литовский конституция, там, и то уже не мои.
Любой там хаячил, машин, кием, велосипед, короче, там, ну, man, ты тоже, он плюс-минус, велосипед, и за плюс-минус, та, кудинечу. Велосипед oluşalım, самолет oluşalım, и за цатерию плюс-минус. Там, разнообразие. Ведь это такая же махина, которая также летает вон там в воздухе. И что это? Литовчики. Ну, возможно, там что-то Литву копировали, хотя мы вот с Фарго поковыряли, оказывается, ни Литва, никто раньше нас, вообще никто не принимал Конституцию. Вообще тупняк мы, что мы у кого-то скатали. Самого первого итальянцев в Конституции. Постсоветское пространство. Sağ ol. Tamam. Yoksa çürüyor çok ya. Bu kez çürüyor informacija seja caurums un čauš eldara personu vārds elabāti, ja elabāti tam nelausa vārds ēteritimēšana, nevaļotam saukliešos rezervus, šo konstitūcija ekoidanos tagi pirmo mostu uhalušēl Джовар сам Элган Ирбу, сам Дечба. Чагарелы. Кто эту информацию передал? Да было он у нас. Это где-то в 95 году, 94-95. Так. Не получается, он видео, ой-ой-ой, Джовар. Там съемка была, да. О, важно, нет, он все, да, ничего, кого это. И Конституция, Гахарс, и Кюгмахо, Хафтин, Сахум, Дэгдэ, Нирсун, Хаусинш просто кум. Мелёк, дебилую, короче, вообще. Егина гуает. Хусарла. Ничего. Основной. С началом Второй войны, закавер концепцию, видите, сайта Мизам Вайли. Просто думаешь, с началом Второй войны работа над приведением Конституции в полное соответствие с нормами ислама продолжилась и была успешно завершена летом 2002 года на Большом Маджлисуле Шуры Чараи. Просто с началом Второй войны работа над проведением Конституции в полное соответствие с нормами ислама продолжилась. И мелчо приход твоему духающему просто, наверное, дагичи, да, сайты. С началом Второй войны, с началом войны Конституции, что вообще никогда в жизни, да, вообще, как молодец. Это наоборот, такая ситуация, когда Конституция отодвигается вообще в сторону. Просто видел, Павел с начала Второй войны работа над приведением Конституции. It's not, его фанатинс и противоречиво, ему шли чана. Иш, вообще шляхало, съешь бабути, оля гаялось. Сама оли, короче. Да, точно оли, там сейчас я шухечу, сама оли. Да, инда я зиз. Та ишти сам по методичкам лилш, борсон доктор мелдолом. Шляхало, съешь вот так четко, еще последовательно, мелдеш, а тут здесь взял, тут прихватил, короче, да, и сур доктор мелдолом. Просто тупняк. И Ажан Закаев, вот смотри, он говорит, почему он на этот низам ссылается, почему он его легитимизацию хочет утвердить. То есть не из-за того, что этот низам, он шарикатский,
и там предписано в нем исламское государство, а из-за того, что он открывает якобы ему ход, дает ход тому, чтобы его легитимность власти была утверждена. Преемственность в царе. Да, правопреемственность власти. То есть там существует вот этот институт ГКО, да, Государственный комитет обороны, Маджлис Шура, который в дальнейшем может выбирать президента. Приятно, что типа из-за этого из-за ина Сундел, шия правопреемник уба, шиега юба и ГКО шингунда, с ГКО, но шия назначит вин, поэтому шия что изу. То есть и гунде, что чтобы кефиром мира сего, войн внутренней, важным вообще хичму батюш, то есть это вся картинка для внешнего мира, понимаешь? Чтобы этот внешний мир признал наш легитимный орган власти, у которого есть цепочка вот эта беспрерывная. И теперь смотри, вот этим кафирам, ну вот этому миру, да, чтобы они это признали, что они суют теперь, посмотри, прочитай теперь этот низам, джихад на пути Аллаха, миллиарды. Это полный абсурд, мой сын, чтобы признать вот эту цепочку, да, вот эту преемственность власти, чтобы ее признали кефиры, он якобы только из-за этого принял эту концепцию. Но в этой и концепции, да, ничего никогда в жизни их подуненты, там хайкалдол или вообще жиммата, кюшчу, дало, цало, суммел, стагват, никогда их он обулден. Сутяхил и гивлять, утвердить, ящи, и ловит. То есть вообще полный бред мой, абсолютно бред мой. И цепочка легитимности, да, из важной Ярхельч, он в международной практике, он тоже как бы прецеденты есть. Вот Литва даже, которая в постсоветском состоянии, она просто их в изгнании функционирующее правительство, оно пришло просто и туда вернулось на родину и заработало. Но зато у Латвии же не было его, у Эстонии не было, и они тоже заработали. То есть это не принципиально. Вот это вот наше состояние сегодня, потому что там всех перебили, уничтожили. И принципиально в Конституции Элмаду, что прописано, что народ создает, то есть организовывается и создает свои все институты там и так далее. То есть от какой-то персоны президента, от цепочки, от того, что кого-то там пришибли, потом тебя хуйшляется. А ГКО Маршо. И ГКО и орган ишта и олшу из-за Дудаев создать там, короче, орган, ну, ГКО, им можно тоже работать этим органом. И если его даже нету, можно сорганизоваться и какой-то другой орган создать, да, там, с политическим движением каким-то, с гражданским обществом. Это не будет легитимным правительством, каким-то властью, но это такая же часть нашего народа, которая может являться представителем в международных институтах, то есть делегированное какое-то, вот и общенациональный конгресс, делегированный, да, то есть если общество формировывается и делегирует кого-то, и у нас проходят какие-то политические процессы, и мы приходим
восстановлению своей государственности, где оккупации, все там уже народ дальше организовывается, проводит там выборы и восстанавливает все свои органы. И все равно инсохпоза, ГКО, ГКД, хрен КО, любой АГУ, Маджлис, Шура, Кефир, АГУ, ИЦА, все равно из-за легитимный орган хирмаяции, деоккупационный процесс провести ничего-то. Все равно там будет власть, и все, народ будет уже сам как бы разбираться, сорганизоваться, проведение выборов и так далее. Для этого у нас есть Конституция, то есть там все предусмотрено. Пускай не до мелочей, да, там прописано в случае гибели президента, там пятое, десятое, как у американцев, у других, но зато там есть, что народ является властью, и народ создает вот эти все органы, которые потом создают эту власть. Да? Конституция, еще даже Конституция, и договор, далечин, какая даже истина, международное право, ты тоже, короче, дальше твой еще. идут династический цепочку сохранить или в чего самом духу либо что получается. И ради этого надо вот это и ИГИЛ яц, чисто вот и династический преемственность власти сохранить. Я. И ИГИЛ это уж бьешь холд, да, концу, а дегиал. Чего интересного. Типа совать ИГИЛ ешь, это что? Это все он, Джахар Дудаев создал, Москва, это они все. А я просто вот хочу, чтобы это все не потерялось, короче, как бы довести его до какого-то состояния, и потом там чеченцы сами себе исламское государство провозгласят. Типа, а я вообще не такой, я тут ни при чем был. Это, то есть, чтобы отмазаться, да, перед мировой общественностью, вот это, и протащить это исламское государство нам, которое мировая общественность никогда не примет, и всегда русские будут нас именно за это мягкое место, короче, перед всем миром в собственное дерьмо. Вот так, как они сейчас Абдулла Артуханова так тыкали туда. Я не знаю, я просто это всемирно заговорщик, это паранойящий, что под-русски, русский, сговориться, Дэнни Цигуан, Абдулли, я все равно оставляю какую-то там надежду, что действительно облапошит бен, короче, шли ложку. Ну, тебя, помогайте картинка четко. Вы хотите исламское государство или светское? Я даже не знаю, что вам не ответить. Зачем мне корректно? Давайте не будем, мы же не лысые, может, моделом щеклом еще было. Спешен, да? Видишь, мы не лысые же. Политику И говорю, согласен, политику же Аллах и Уиза. И дешево, манера речи, риторика olsun хуйла. Ну, давайте не будем, Бог, потому что это вообще должен подать политики, а уже там, уж Аллах и уж так сам. ну, какие-то там оговорки или грамматические эти там, несостыковки, ошибки. Из тебя важны, да, например, армянский президент, и так, короче, или премьер-министр России, там, Путин, говорит, а вы что сказали? Я не такая, боже. И это пофигу, то, что ты там неправильно что-то произносишь, ну просто, дуется.
и до тебя важно. Ага, Кайра наоборот. И вот мечко дал вопрос. Сун перенаправить дадишь, мадуй. Это как раз вопрос к вам, когда вы от нас, да, когда вы от нас отвяжетесь, да, со своим исламом, исламским государством, ваш Дугин, ваши Джамаль Гайдар и все вот эти вот вербовщики, партия исламского возрождения, ваши темиши, вот, вам недостаточно, что вы вот нашим народом такое горе сделали? Это вопрос к вам, когда вы перестанете вот этим заниматься, распространением исламизма в нашей среде, когда вы перестанете мечети всякие строить, когда вы перестанете нас, Восток делать из нас. Это чуждая для нас культура. И Аллах Хоко перенаправить тебе, что Хоко царь, хочу квестин волчен, дать кукушки, и леру шуга, я даже не знаю, что сказать, мы хотим туда-сюда. У нас есть конституция прекрасная 92 года, в которой четко религиозные объединения отделены от государства. Дичь шереф, но бады дичь, и тводуич, хотя никогда тикхой хурваться, это тоже надо знать. Царь тикхой хшот именно, и будулачество, и буй лелошок, и себя хурваться. Цан мудальч, так, как вариант, цан цевьюшь. Это как раз, это им неинтересно, чтобы ты там какие-то правильные вещи говорил, и наоборот, их наизнанку выворачивал. Брат, вистловал, швалите, солошо, вистловал, швала, виствла. Брат, ты столом. Вошел его. То выставишь микрофон. Ты та и есть, а уж разорваться. России его дагдиентица, худути, кавказский, азербайджанский, черкесский, грузинский, дела, примилорти, чуваш, масяхоры, сопасан ссылки, шбац, курочкинер, канал Дембасуне, вчера, Закаевые, царь Хабардыч, Хамза Ажирцин, говорю. Хуера и сердца, он ее шорсу. Хуерс. Такие видео вверх, Закая уцегявist холше фрагменты, шабереше видео зонокин барагас, по одному год черцереза, и Курочкинер, мадам Яс, и это христова гилсуда, Закая так, грузин, короче, грузин конкретно, Темглас умел Швора, Шаерге, короче, военная иерархия собирает ЕС, короче, под четким руководством Ардадиз, Вардадиз, технологическим объездом, имеется в виду дроны, наверное. Да, Харишти, Дадиз, Богш, Исводийцы, Риова, представитель Азербайджана, ваш представитель Черкесии, короче, Кайцаши Вардыш должен, представитель школы уже вылетел из головы. Ну, короче, шаерги и тема России его своего очень украдать, короче, скорее всего, его говорил, мы должны быть готовы больше. К развалу готовится дальше в теме пока. Соцсахажить, не знаю, будем посмотреть. Закаевым в 24 году, сейчас отдали Абдуяждар Душун,
Но мы вернемся туда намного раньше. Что ванговать, что антитоизм дuyuchum солнце, как будто бы واحد واسطة. Чтобы теряться, развал вообще неуместно яйцом яйца развал получается инициатив шума есть никогда в жизни национальной республики теряться он без дубовок ближайшее время уже сейчас что бесплатно Украину конечно независимость грузин армянин казахстанчин и что с неба на голову когда упал и что упасть чем да. Вот он рейс, а выше шаги еще, короче, и выше политический вообще. Отдел фантастики на втором этаже, говорит. Единственный какой-то там сценарий, это если русские захотят в разных русских государствах жить. То есть мы какие-то там Московская область, мы какая-то Новгородская, там, Воронежская, Дальневосточная. Ищет, короче, царство развалиться тогда. Пока же тогда, это вообще смешно даже об этом говорить. Юхица развалиться и царство, он дешевле, теперь Путин на войну видит. Путин тебе рацевал, что Шигамелю это на бом турок. Просто что глядится и хичает. Просто что дахиется, что Самсун щит анникера взяла. Слушай, полный любой он применить продукцию, что согдуй из, короче, кешта давать. Человек надежду по типу развала Советского Союза, из Кипра. Значит, мы там мы легли спать в Советском Союзе, проснулись то в Российской Федерации, то в Азербайджане, короче, да, где ушах будет. И Штхалеры это может повториться вот, в России, что ушах я вот на какие вот республики ушах его вот иду сон интересно. Если каждый не кшиши, отделится дешевле, ну и всякие Татарстан, Башкортостан, там, я не знаю, кайгуешь, областя, края, ну и шерги, уши, и русские республик, ну, корюцарах интересно, ну, И интересно, вот тут царь новый русский шпыш Пономарева. Русская республика его, что царь, представь. Царь мел хитро динахерный изначально. Инсун, да, мадо при Советском Союзе, хотя русские или даже паспорт, что национальность, никто не хотел становиться русским. И аккуратно, что преобразование, короче, из Советского Союза не руссияне, что аккуратно россияне, а говорят, Союз. А на следующем этапе уже русские да, закрепить, да, желательно. Так, уже это на ну, как бы, на далеко, короче, закидушки и вещи. Это такое в несколько этапах всех сделать русским. А шиншилла кудутся печь потихоньку. ведь русские республика, ну, ладно, что забыл мой акница, То, то же самое, что и сейчас. Просто русская республика. Типа кто там желает, и что отделяется, да я рассмотреть первый. Что просто пацаны что в школе, что так долго.
учительниц, классист, там Юхомер, короче, учитель русского языка. Полностью, он я нахуй всех, короче, там, Чечня, Россия, туда-сюда, какая. Вообще, пацаны, что тут сухая. 5 класс, Ермацун. Чечня – это Россия, считается, движение, я никогда Россия не была, не будет, считается. Уже это учитель зачмарить теж, значит. А Гоша, ничего, قلت يا ولاد سبورت بين شاب россиян шел. Следующий это опять русский хлыщ, дальше даур выкмас. С Польшей, с Украиной юмет галея концера, чисто вот исторически память, и кажется, говорят, тем я еще. Польша, Украины. Да, то юмет галея. Ну, царь, Лилорду. Разно, короче. План Б, С, Д, шталау, царь. И Иран, израильский план, 1000% уверена, что это следующий шаг юктышница, и напрямую что сердце. Чуть что признать, да и даже просто рядовое башкирство, но это то просто продолжение. Перевести все стрелки, ослабить там экономику, создать в Европе такую подвешенную ситуацию, чтобы перестали помогать Украине, а то мы еще похуже, короче, краники закроем, там нефть и так далее. Цундел и любой подлости и люхтер. И самое важное, вот с чего они начинали, когда они нацисты, мы боремся с нацистами, вот и гунду украинчилар дадиш. Самое чего. А из-за сразу же огдай латер сухман. Это Израиля, короче, Израиль, Иран и движение. Я сейчас сразу же юктышит чуть что, короче. Та КГБшек сан чуть что от нацер. Просто это наблюдает. И Бандера, вот, из войск Бандеры в Европу не пойдете, а в Польшу. Я вот церга говорю, Бандера за перезахоронение, я что, короче, что почетный ойбшунды на Украину. Так, и сам недавно Зеленский, недавно и Харина Зеленский, недавно, короче, по почте, у меня поляк, даже, недавно ече, так, и в Германии то же самое, помощь Украине блокировать, Мерц блокировать, помощь чакцелить, но, короче, сега, пока Бог курбу добрыч. Вот именно нацистские царцы, текущие ярлыки сунач, олар был бескуш. Все равно жуктащицы щучек выбальч, Европа на это очень отрицательно реагирует, потому что они себя считают виновными за Холокост. Да, сразу, короче, уже похолодеть церковь Украины. И что украинч, татавайсан, и что наблюдает, только разводить, было. А вот и гасты, даже простой бичи шпат стал, чубычи, что разно. Сади белок, что разно, короче, хуярсайс. Ок,
ой, Марины гадол, аюндеше, царезна мила ола, короче. Все равно церы ищташей, та позиция шуйца, как бы, сабах болшсан, и какой-то, чуть что тугочи, шесть, аккуратно, что наоборот, выше, что лучше сманипулировать дальше. Поистине, ислам начался Enzi Бандера, что легиал Магадбич. Enzi. И Хорошо известно, что в Соединенных Штатах как бы, украинский герой Уайла. И Хуа Эйбан, Хельчио, Инзуахос, моя здесь. Такое чувство, что раз подсунуть может станциями, да, чтобы Да, ударить да, смотрели. И этот Зеленский, я не знаю, ему блоуздо и карты, да, и, короче, раз подсунуть да. карту, Я буду хэн, ламафон. Цена, герой вес кето, шесть, чтобы... Кстати, война... нормально, Йоком, Шевченко, Лилович, молодцы. Да, но там тоже надо правильно, это, Амабахар, со всех инициатив, дочь русской подачи Хальча, тоже могут они увязать в этом. И он просто элвал, войн, что, раскидываться, долго героище, да, даже шайбоваться, нацистский, короче, героище обвинять, даже в нацизме, все равно цена, вызовем халуах, да, чтобы у нации были какие-то герои. Нам тоже этих героев подсовывают, чтобы потом этими же и героями нас топить. И мы сдаем дюцу, и героев мандушу топить не душу заявляется, с их героизировать монах. Эти из Украины приходят на Гушмадусу. Этот Бандера был пособником этих нацистов. Масара признать Маденис, Хилера. Так, ну, раз уже подсунули героя, эти вас ишмаяци, Индио перезахоронение туда-сюда, Шайреги, куда был, и Польша поссорилась с этим, с Украиной. Так, и Германия подключилась к этому, да, и что, это халка дюн, осторожно согласен, герой синий, поною, бали, долю. Ну да, я тоже согласен. Просто вот в их ситуации им вот войну накинуть террористов, да, там был, что сепаратисты, экстремисты, полевые командиры Бош, и полевой командир берут целый, да? Поэтому, когда, почему с Басаевым у них переговоры какие-то происходят, или почему с Адуевым там переговоры, то есть Хилдеш, единое командование, центр Юхалеш. Все ссылки должны быть на верховного главнокомандующего. А когда у тебя вот такие какие-то местечковые шефы, да, которые никому не подчиняются, царях Олшу и полевой командир. Вот царь, вообще само это название полевой командир, это именно вот такая полулегальная, нелегальная какая-то группа, которая не подчиняется никакому центру и как бы сама себе господин, сам, короче, сами могут автономно действовать, да? Так, любой военное действие, лучше на перемирие, Аллах предала обмен военнопленными, дала и в обход, там нашли ложь. И что, Биркцерова, короче, полевой командир в итоге. И точно так же, потом исламисты и Гумнадулин под это подвести Дицаевой, под международных исламских террористов подвести Дицаевой. Вот самое то, что украинцам нужно больше всего опасаться и не допускать, это именно нацизм, и вот нацистскую, и Амавахар, и Бендера, короче, слишком это героизировать вещи, и умно что ли его, что аккуратно цехолишь. Плюс, короче, юктишится, чуть
Ну, просто вот израильский работал, нормальные отношения ходил в Украине, юг-то полностью, жалишься, жалицицкий сын, короче, и был работал, был целостно. А это как раз таки входит в этот термин нацизм, и Европа, которая помогает Украине, она очень, очень на это ревностно и, короче, реагировать, да, в целом, и сам не Ничего себе, Мандра боялась мыться, память до сих пор свежа, Второй мировой, там он поплодил, всякие мелдел, миллионы, нахуй, людей, ну, теперь что, еще мы? И мы себя вдягали, что, лазернацом, что обсуждать даже то, умшки гоши, да, шадерги, халдаци, кем дадары, кем ададин, Турция, Хавенчвена, Шемля Хвинул, герой, его герой, аж, кто его героизировал, средства массовой информации. Средства массовой информации в основном Хенкара, короче, да, сейчас дороги, все дороги ведут в Багдад, да, что не идеем. Ну, представьте себе, хронологию вы вычислите, наверное, да. Герой, герой, вот, я дал, короче, да, дюнено, уже еще веш мойсо, сухой нахилил, пресс международная. Масара терроризма признательно есть, да, угон самолета, воздушная операция и терроризм, да. Его и Турция, короче, пресс-конференция, я его завоз. Да, самый он, короче, я вообще его на руках носят. Ну, моссометя, короче, герой Шамиль поставил Чечню на карту мира. Туда-сюда, да, обе. Его, я мой батальон, его, кол, вечный батальон, кол, его батальон Абхазия, Чукус, короче, Гюржешси воюет Галиол, а Абхазия Хауэлейтон, кто просился, чтобы он пошел в Абхазию, тоже они. Це юж ми, вчора їздили, це ми. Так, і, короче, Гюржеш синий войдол долу. Что, вот важный стратегический союзник Мэри Грузии на тот момент. Це оцінює його здолу, а хай раз ще щупах лишень кічем боху що. І те, що гірксунись, я. Короче, самое что вдоль и поперек манипуляция, швайндайна, вот все это. І, да. І іспитання ж, короче, шейк тренінг войнайнався. Да. Жук тышн вайчухай, кейт она жук тышн бас, абхаз грузинский циг вайчухай, это Азербайджан, армянский циг чухай, это вот вообще это как будто бы отряд чего-то, да? Массу орг. Приднестровье, я даже ногче хылахама, хорошо. Интересно, зря головали. На рашинской стороне головали. Hela Nusjao hılamta sonba dedik. Так конкретно, интерес, хылмайыз, там, вообще, лул, хошт, масерс, она, чухаях, уши.
تمشي هنز даже يجيشن تخوتن أبقى الشغلة طوق ذاتي أبقى الشيء تخوتن يجي محل نبرت مصلحة تنوقعشت شو даже герзать всегда было на شو أتا بيزا شو وكذا Кавказа Лула аж генетически конечно близко ко мне что вот такое что-то да миротворческий наоборот наверное ну-ка масла да еще вот ермош Азербайджан туда хузаться как будто бы одноразовый стандарт прям вкус шукуй что шукуй. Да, ну подстрекает или что? Хитрая жопа нашла тебя. Артемий Шаваров, сука, льёшь. Заподозрить один раз, цар отцу юбку голитя. С ней хылаем, да, просто мне всегда они казались какие-то там, ну, да, безобидные, короче, сейчас журналист, когда каждый, оказывается, инсгоем, деги дюсуш модатия, модатич. Инзери юк сет хылай удавам, и теремери юч, полностью, да, юк, ага, в данном момент хагуш и муса, как паук, ну и аж в середине, короче, муса и метя, и паутинишь на сапосе. Сама Сашич Бухана, Ульшич Бухана, на вас, короче, да, во всех, короче, структурах, органах, шешинах, вахушина. И когда у него не получалось, да, и Жогрин подсовывает еще кадр, что его попринимать, ах, удовольнишь дорог, что короче. И реально, серьезно он свалили на тебя. И что Жогрин подсовывает документацию, и просто журналисту мог до этой помню, и он начал вопрос, да, и ответ дочь. Как это получилось? Просто журналист? Какой-то он всегда выдает себя. Я просто журналист, я просто занимаюсь журналистикой. А этот приходит, просто журналист, приходит из Его легче всего. Я какой-то журналист. А журналиста есть информация, он везде всегда как бы в теме, он может как бы троллить существующую власть. Короче, МГУ из эрных концах его. То есть там конкретно трехбуквовых журналистов воспитывают. Ему Юханов гебник ищется прием юкашта. Сосед внедрить что больной волшебно внедрить считается. Значит, и ты, чтобы ты его не мог как бы морально что как бы осадить твои еще методы, что постоянно заигрывать дешь, что тоже хитрый прием. Типа того, Егор, что журналист, вся информация, все вот эта деятельность везде, во всех дырках, когда лазит. А я что, я просто журналист. Прикидывали хаос и удуговать, и до последнего, короче, еще не гордаться лакушься.
Латвор, ну и Дудаев, почему он не понял, ну и что его подсунули ему как пресс-секретарь Ларицын, вот он и Милорис. Той прогнать функцию вот и вот реально алдумова за жопу, и он гушцал Латицын. Jā. Вот швацо дичь сахазон, ше шош, короче. Дакетчига, ше рескаш, короче. Полностью. Масунетти. Ваехкен, минус. Ше, короче, движение кузаита и тем что. Типа ше эмалил, да, был уже. Полностью коррупция. Если куда не зайдешь, везде плати таксы, везде свои люди. Что. Специально ищу, да, хэджек, типа, по номенклатуру советский. Максимально сейчас, он говорит, жима ундала, цапает бала, и вытягивать вверх, чтобы фундамент государства положить. Примерно прикинуть, ты месяц дуешь, фундамент, уже следующее поколение, у которых нет вот этого мусора в голове, их как бы взрастить в своем государстве на антикоррупционную вот такую вот, скажем так, рельсы поставить и вот в этом русле двигаться. Я Юкчен интервью, где он рассказывает, что массу арговники Шингуан, Муса за ним ходил, вот такого как Муса, Кривек, шмин шо мацахай, гердауах, герхуахтин, герхуахтин. Окубок, да, дишь, да, цупор, цаши, хажа. Тем более, что чиновник парламента утвердить у тебя. Президент может, короче, этих людей выбирать, там, назначать, а парламент утверждает или наоборот отклоняет. Ну, да, получается, он чисто вот ходил к президенту, говорит, вот это поставь, вот это и так далее. И через него Чапдава, что, по-моему, да, и Чапдава. Да, Хинзгуан, он лабазана ведь связан, говорит, лабазана вар канкалик винатвё. А Хинз, представь, Джоуха дискредитировать варча, и как Джохер полностью ir boss был настроение, да. Вот juк тиш нормально, юг мягкий, да, Теслилу, сам дешево, короче, царь поддержка, короче, информационном пространстве, массно, фильмахули, что да, Тесла. Рестон, короче, ректор, да, вехкер. А Хинц, представь, сухена, упо, как бы, тунах. Такой политический тупиковой ситуации, хуйтин, сахал, чуйтин, сидя, я озвучил, держишь, ничего. А горши за этим преступлением, летен, он хинт задним числом и цунты, цунты ты косаешь, да, типа, что туда и теребу. Işte her худеш шлел, я не помню, представь, бандит Лабазанов, Джахаренти, ош, виеба, Ож ще ож волчик, да, увечен щик и радох, что я ашугар. Просто подумай сам, как это.
Ну, ты вопрос, как ты это вот туда ходил? Смотри, босс, он везде был, босс, у меня глотин щупальч, да, он вот как вот этот спрут кино Мойер, да, да, гео, вот киги, да, целая, и спрут твою гапу, а спину Капитан, комиссар КП. вот он, по-моему, вот по фильму, короче, действовал, да, как раз Суэна Майери и кино, ну, и вот прикид у него такой. Из кино, говоришь, действует один сам бокс, он везде свои щупальца раскидывал. Умалата вори зиделаца, умори. Сун книги чуаха короче, наха шантажировать Варману Дыч. Слухай, шума. Хорошо, хорошо. Согласен, свою шума. Я страницы чу. Взято из книги. Автор Умалатов. Чечня глазами чеченца. В Москве добывались лицензии на экспорт нефти, ее транспортировку и подачу нефтяного сырья. Можно себе представить, что ущерб, нанесенный республике в результате того бандитского ограбления, составил не одну сотню миллионов долларов. Чтобы осуществлять свою преступную деятельность, криминальный синдикат должен был иметь ширму, то есть прикрытие. Этим прикрытием могли стать средства массовой информации, тем более продажных журналистов оказалось хоть пруд пруди, они ретиво взялись за дело. Постоянно шли публикации в пресс-передаче по телевидению и радио, восхваляющие деяния преступных авторитетов. А те не теряли времени даром еще с большой пафосом занимались грабежом. Среди таких барзаписцев особенно выделялся недалекий по натуре малообразованный человек Муса Темишев. За деньги готов хоть душу дьяволу продать. Перед авторитетами присмыкался так, что готов был лизать им сапоги. Его брат Маулади Утугов, ставший впоследствии министром пропаганды в правительстве Чеченской Республики, был известным человеком и пользовался большой популярностью у народа. Лавры брата не давали Мусе покоя, и он из кожи лез, чтобы хоть как-то прославиться. Не гнушаясь ничем, Муса Темишев параллельно занимался и вымогательством, шантажировал опытных много лет возглавлявших крупные предприятия и организации руководителей. Многие из этих руководителей брали его за шиворот в прямом смысле слова и выбрасывали как щенка из кабинета. Но были и такие, которые поддавались шантажу, когда их обирали до нитки. Забрел как-то Темишев в сопровождении 2 человек и к моему отцу. Тогда тут работал в правительстве и одновременно возглавлял ассоциацию содействия республике. Все знали, что его ассоциация была одной из республиканских организаций, имеющих большие средства и возможности. Не успели названные гости войти, как охрана пинками вышвырнула их из офиса. Поднимаясь из грязной лужи, Темишев продолжал размахивать руками и исторгал разного рода угрозы, ссылаясь на своих покровителей. Покровительша Гудяшила, еще хотя подробности цензурного не ложно лучше. И газетчика, да, короче, işte stătea yazılı, o stătea yazılı şu her buç da kurdu, şu polițul, какая класса boş. И еще средства массовой информации, инструментять. Этим угрожал отсюда округ, салат школу, лабазану, их школа. Представляешь? А черт так будут, и когда их двое, короче, ну и рейдж устраивать, реально курки лапсу.
Да, Лобазанов, как мы знаем, полковник войска, что ли, я не боюсь. И Умалатов не лугается, они как бы лучше. А я что-то слышал, что знакомый. Не могу так сказать. Сам что лапкает там. Это тот Темишев, который раньше сюда заходил, да? Да, тот самый. Ну, кто как мог, так и зарабатывал. Игра, кто как мог, так и зарабатывал из-за мягко злояцис, отмазки. Кто как мог, так и зарабатывал, кто-то галоши продавал, другие арбузы продавал. И нормально, ну, но шантажировать Бяша, даже уже сам президент уже шантажировать Бяша, и что зарабатывать Бяш Сокол. Это и уже говорил, подождите. Ну, я думаю, эти вещи можно уточнить у тех людей, которые тогда были в республике. Это же так ли это, не так было, нет? Человек пишет свои книги про своего отца. Вот, Дэн Хэнджел в случае чего, книги чего. Но в любом случае, я думаю, это можно уточнить. Может быть, было, на самом деле, ну, уточнить не помешает. Да, мусора уже все мелканец 80 в этом году. Максимум есть тогда. Цюнхенер нах чокес гбиснок. Я Уточнить. могу у своего отца уточнить, он не узнает этого Мусу. Да, Дина мог шпет на его буква водис. Цюнга хат, хэчунга, да, что бахкаешь будет. Инсхара, допустим, вообще децхелил случай, что уже через вторые руки его ушли информация. Это и вайн хушнек духнек, смуса шадицнек дуй, шадицен умшие, да, современнику, допустим, Ислам Халимов сдицнек, гидаса, ишца по крупицам собирать, я ж моя информация, полная индия моя, чем вкусно, да, тем Юли не хаешь, но тебя Мой отец его знает, Мусу этого. Я не могу у него спросить. Дезинформация, мою жвак его и дезинформация, огласите это, допустим, явно из книги, что я извиняюсь, с юшриятся, все, сам лиц нагрел, с юшриятся, да, что, написано, ключ была суя, аж вот руй, и я шел, вы, сюда вот, дезинформация, аж видишь, а реально, классно, куяться. Там было на тот же момент, люди знают, допустим, Алауди Мусаев точно знает, что там происходило. Есть другие, ну, многие постарели, умерли, насколько я знаю. Есть другие, которые знают. Алауди точно будет знать, мой отец его знает, будет знать. Вот под рукой, ручка как ехать дуется под рукой. Да? Да, я взял, это дети, современники, в тех времен. В зрелом возрасте его ждать, снова уволил, шел порвал яйцо, отец. Цинга в начале 90-х, до первой русско-чеченской войны, были события еще и, допустим, с 92-го, Да. Валяннишка, террористические базы, которые готовили международных террористов, всяких арабов со всех вот этих вузды, дружба народов и так далее. И шнохчи чухаба ложь, сам топ амош, короче, да, что учили стрелять и так далее. И базна шьер яцер хайрет яцек цахархат, да, что шашки базна шинер, мы там учили, обучали Бог, да, схобрдуют, что это мой данный момент воевал Ислам Халимов. Я никогда об этих базах не слышал. Я перед войной
Помню. Были тайные базы Шермуновцев. Я не слышал никогда. Я помню, что перед войной прямо к моему отцу приехал его друг и говорит отцу, я помню этот момент, я запомнил, а маленький был. Он говорит, говорят, война будет. А отец говорил, да ты чё, никогда войны здесь не будет, как это война будет. Я помню, вот этот разговор, я помню, отец не верил, что будет война, а он ему доказывал, что вот, там кто-то зайдет, уже говорят слухи. И я помню, что отец в это не верил, вот это я точно помню. А тот говорит, что будет. Да. Тогда это ласай. Запомните, что я здесь. Я хочу, чтобы... Да, я знаю, что в начале 90-х до первой войны, глянешь, там террористические базы были или нет? Вот эти террористические базы в горах. Не те, которые там Сержинюрты, а Сержинюрты это уже после Первой войны. В самих горах, короче, да, вот базы шли, еще куда уже там пешком надо было пройти более 5 километров, был Шлючмо, Ислам Халимов. Базы не шеш, короче, мы там обучали, в палатках жили, а кирпичное строение очень чисто в палаточной базы шелныш себя, поса, а может гранат поса, гранатомет, как я его жили. И еще, азла, интересно, буду. Эти базы шкаха среди вот этого может бешбаться, сам юг, гарвуи, муса, темишеви, двоюродный брат, брат самого этого удугого Иса Умаров, Баязира, из Ицига Хилуон, непосредственно участник всего этого. Так, плюс еще интересно, эта информация прямо доходила, вот базы Шхильча, дальше, и Иса Умаров, и Удугов Мавлади, и Ислам, и Халимов, Яндарбиев, и Шаберище, короче, да, это одна шайка-лейка, а Яндарбиев, он вообще, короче, Дудаеве, короче, Юхехи Эйну, все эти годы, также этот Удугов постоянно его был пресс-секретарем. Инсудухаром, Дудаев и информации цахают сейчас, по всей видимости, потому что их как бы ищет еще султан Гелисханов, который ДГБР и УЭР, короче, типа Лохар, короче, госбезопасности, вот, потому что этот Ислам Халимов говорит, что этот Гелисхановский ДГБ, короче, нас преследовали. Что можно? Не вижу, знаю, что работаю с SDK, вот Муса Темишев 100% знал об этих базах, да, потому что его двоюродный брат участник, организатор всего этого дела. Вот. Почему он ни на одной газете, ни по радио, нигде не говорит об этих базах, что у нас в горах террористические базы? Вот, иду вопрос интересный, да, и вот, когда я знаю, что вообще въехал в эту тему, да, и буду отвечать. Я отец так долгий, Муса связи в газете, и Цаха, короче, про эти базы, где он упоминал про эти базы. Вот, иду он, Остах Магазин, связь даю, да, отец у Губову, да, задах, это дополнительный швабхат, то, что он себя. Да и кто я спрошу, я никогда ни от него не слышал. Я думаю, я услышал бы за всю свою жизнь что-нибудь. Спрошу. В базах, не сказал Темиш. Да, Темишев на тот момент, короче, он вовсю копает под президента Дудаева. И, короче, да, адеквация коррупционер, нефтложмени, его едини, ождени бог, судамел мотин, согласен. И коррупционер, шаберши, износчи, нахуй, да, и Дудаев шаховша, щетине, хабалим бацили, щети гордон.
военной части, да, и вот нахбу, сутини бяхкан батуш. Да, туда у нас бяхк душа общая, инопланетянш балош, да, полностью, ну и цала Кипр замешанный больше, ни в одной коррупции, ни в спецслужбах, и шубалош, и хацаварна, стун бяхк был туда разговор, да, ну и вот нахбу сутиге, да, и тош бяш, и там я охот иногда, но из умлоч офук, за разговор, да, ну вот нахбу, пропитанный вот этим воровством, да, из Советского Союза, да, почалки лучше на ханул моей, Ну, я тебе скажу, когда кто-то у власти, есть определенные люди, и я так тебе скажу, когда Алханов был президентом, это наш близкий родственник, и мы видели, как люди вокруг него собираются, то есть, ну, как тебе сказать, есть люди, которые умеют подмазаться, ну, прям умеют, и я уверен, что у Джохара такая же ситуация была. Есть люди, которые умеют подмазываться, когда человек у власти, и они найти общий язык. Правильно сказать, правильно комплимент сказать там. В общем, ты меня понял. Да, вот сюда, и он, вот президента он копать гораздо, это он носил Кипр, и, короче, и движение Галая, лучше не выжил, что не больше, вообще был занят этим. А вот про базу он не пишет, ему спичу, эту базу дальше, он детально все это рассказывает. Спрошу. Это я спрошу. Я одну вот не понимаю. Я до конца не понимаю тему про Лобазанова. Я слышу его. Я просто знаю точно, что Лобазанов был в кабинете Дудаева. Когда мой отец к нему заходил, Лобазанов был у него в кабинете, этот момент я помню. И отец, он говорит, Лобазанов был весь в лимонках. Отец, говорит, прикалывался над ним, говорил ему, слушай, тебя убить хотят, тебя, говорит, и стрелять тебя не надо. За чеку, говорит, выдернул, ты сам взорвешься. Так они подшучивали там, в общем. Но я помню, Лобазанов был в кабинете у Дудаева. Это было в кабинете у Дудаева, это я момент помню. Но я так и не понял, кто он такой вообще. Я, когда маленький был, еще я воспринимал его как какого-то бандита. А что он делал у Дудаева в кабинете, я так и не понял. И Лобазанов, конечно, может да, героизировать бяш, против президента настраивать бяш, Ялу Муса Мадербич. Этот Муса имел тесную связь с этим Лобазановым. Ну и шамал героизировать венцун, отряд политин, рота политин. Ну и из Абхазии Чумажинат и Муса у сега инзари дух пушистый хвостик душ, сацил мелочный дальше, его шацил, его бил дальше, вообще духом жгуждой лохузя. И шаберги, и кегошту, и watch меткеяц. Шамялил, короче, Курболча, он там присутствует. Ну, так, это все ерунда. Слушай, на Мусу Куркигина списать терроризм. Все хотели жить, вертеться, да. Это не было время благородных людей, ну и дальше. Развалилась целая империя, короче, да, все шабеги. Вот пропитанной коррупцией, ну и именно вот из-за коррупции развалится Динамо и империя Модербич. Вот эта вся вот эта пропитанная коррупция, вот эта элита и псевдоэлита, вот она дальше начала заниматься своими вот излюбленными делами. Я тебе скажу, что насчет коррупции в Грозном, что тебе говорю, мой отец работал в органах, брал деньги у чеченцев, у ингушей, то есть много смешных моментов. Это была там норма, но ты знаешь, при всей коррупции были нормальные взаимоотношения. Я же видел этих уже старых людей, кто директор, Коррупцию вообще. Коррупция это вот какая-то вот негосударственная экономика, которую ты в обход государству, короче, создаешь механизмы. Да, я знаю, это плохо, но да, вот государство владеет, отношения, где кому ты платишь. Не, я имею в виду, что вот в России при коррупции у них отношение к людям ужасное друг к другу.
А в Чечне и при коррупции, но все друг друга понимали, они находили общий язык. Не конфликты, конечно, были, но в принципе, взаимоотношения были на совсем другом уровне. Это не то, что там коррупция. Коррупция была, да, но и взаимоотношения были хорошие. Это не то, чтобы там, ну, как в России вот сегодняшней или даже десятилетней хотя бы давности при Путине, ну, совсем другие были взаимоотношения человеческие. Люди не давили на других людей, там, не заставляли, а как-то вот находили общий язык, и вот такая была коррупция. Хотя я понимаю, что это неправильно. Э, Один ингуш был, отец говорил, один ингуш был, и он в то время предлагал отцу, говорит, я тебе, говорит, отец молодой был, говорит, дам, как он сказал, сколько, сказал, 15 тысяч рублей, и ты, говорит, ну, типа, короче, все закрой как надо. И я, говорит, никому не скажу. Отец ему говорит, слушай, говорит, дай мне, говорит, 20, говорит, и не говори, кому хочешь. И тот говорит, хорошо, говорит, а куда, говорит, дать? Он говорит, министру или замминистра в республике был. Он говорит, замминистру, говорит, занеси. Тот ему говорит, как это замминистру, я же его не знаю. Он говорит, ну, когда ты, говорит, ему мебель домой отгружал, ты, говорит, знал его, а сейчас не знаешь. Я имею в виду, что в те времена люди, ногчи в органах работали, и были, и в замминистрах работали, и где-то еще там работали. Все, как тебе сказать, я их многих видел, знаю, их народ знает, но уже, честно говоря, им уже под 80, наверное. Не знаю почему. Многих, ну, новое поколение никто не знает. Но в то время вот эти вот вещи, они происходили. Я их много слышал, видел, директоров завода видел в этом Грозного, там замы, и евреи, и русские, и армяне, кого там только не было. Допустим, я знаю одного мужика, Нохчевойс, он работал в КГБ тогда, его потом уволили. При всем при этом, если сейчас сказать, подумаешь, какой-то там предатель. Нет, очень порядочный человек, очень порядочный. Ну, работал в молодости КГБ. Сейчас скажешь, подумаешь, вот он там КГБшником. Да не, он ничего плохого никому не делал. Видимо, и в КГБ были разные эти какие-то отделы. Работал, я его знаю, он же ему, наверное, хрен его знает, 76, наверное, или 80. Никому плохо не сделал. Поэтому каждый, кто там работал, не является каким-то предателем. Поэтому я когда слушаю некоторых, у них ощущение, что там каждый кто-то в органах, кто работал, думает, что они предатели. Те люди, которые до войны работали, они в разные места умудрялись устраиваться, но там не надо было никого предавать, и республика по-своему жила. Так как сейчас нет, то кто-то против кого-то. Республика как-то, видимо, такой период был, знаешь, послабления Советского Союза. Вот ты сейчас упомянул вот эту Лобазанову, который Дудаева съел. Да-да. Там не только Лобазанов, Гантемиров, он был мэром города при Дудаеве. Я просто помню, когда я был маленький, слухи ходили, Слободанов кого-то расстрелял. Я когда маленький был, слухи же у нас ходили. Он там кого-то там убил, там кого-то расстрелял. И в моей голове сложилось впечатление, что это какой-то бандит. А потом, Да, когда да, когда я бандитчик. узнал, что он сидел... Твой отец, он тоже, ну, я сейчас не хочу тебя как бы он захалфеет, но он тоже бандит получается, если он берет взятки себе. Понимаешь, то есть, Ну да. да, вот такая ситуация. Но то, что потом Лобазанов уже вообще Айруал уволили, Гентимиров Айруал уволили, там же Дудаев их не для того приводил, да, не создавал вот этот кабинет министров, потом остальные какие-то государственные структуры, не для того, чтобы они посадить свинью за стол, а на ноги на стол. То есть вообще мубарцо, борзела, кату, это, сату, эльеше, гэс, самежамцы, эльбер, типа, прикол, вверх пошли. И когда эти люди, они, ну, хокун, там были люди, у которых государство реально было, да, вот в голове. Вот сейчас у нас государство должно быть без коррупции, то есть которая будет потом
будущем для наших потомков неким, ну, их будущем, их будет оберегать, защищать. Это вот наше все. Вайгум дугар. Ты, наверное, говоришь, когда это какой период? Какой период? Это после уже, как при начале войны? Я хочу сказать, в основном все проходимцы там, просто вот привыкшие, как в этом Советском Союзе, просто которые там взятки. Нет, ты мне скажи период, потому что вот когда отец работал, это все-таки Советский Союз был. А как ты говоришь, кто-то хотел в тот период, я тебе так могу сказать, многие, которые работали в Советском Союзе, им пофигу было на Советский Союз. Они свои деньги зарабатывали. Да, им и на Советский Союз пофигу было, и на свою потом государственность многим пофигу было, потому что их вот этот Советский Союз приучил относиться к государству как одноразовая зажигалка, которую ты используешь, потом выкинул, вот здесь что-то урвал, здесь что-то. То есть не как вот к своему, и такое отношение к Советскому Союзу, оно нормально, правда. Почему? Потому что это вражеская для тебя, скажем так, сторона, которая тебя поработила, и ты, тем более, которая тебя учит, там, воровать, вот это все. Ищет, короче, хилла. А потом, когда наши государства начали формироваться, то есть вот эти просто продолжения Советского Союза, сесть Скажи на мне, кресло. Потом, когда русские сказали, так, все, теперь возвращаемся все в стойло, эти сразу туда начали бежать. Скажи мне, откуда должны были появиться умные люди? Ну, вот если взять, я помню, как отец рассказывал, когда война начиналась, он говорит, я сам видел, на улице стоял, говорит, машина, и говорит, я видел, как набирали людей, выдавали автоматы, говорили, ты главный, иди. По 10 человек набирали людей, отдавали автоматы, кого-то главного назначали, и он уходил. Как вот в тот период многие, люди, которые там были, часть людей уехала, те, у кого были деньги, уехали, у кого были заводы, уехали, потому что я их потом видел в Москве. Многие уехали, остались те, которые были у власти, кто-то был у власти, он остался, потому что он был у власти уже на период начала войны, а те, кто не были, они начали уезжать. Какие-то остальные остались, которым некуда, наверное, уезжать или какие-то есть другие обстоятельства. Вот те, которые у власти остались, а я точно знаю, что при Джохаре, ну, я могу сказать, отец говорил, Джохар очень не умный, а Джохар очень мужественный человек. Но он, говорит, не был самый, как тебе сказать, не то, что не умный, а он не мог различить, когда люди к нему льстят, понимаешь, да? Он этих вещей не понимал, он был прямым человеком. Когда люди к нему находили подход, там, хвалили, стили, он говорит, вот это, говорит, у него не было, он со всеми общался и не мог различать и давал должности тем, кому давать их не надо. Вот на тот период кто там должен был это делать? Там не может быть, были люди, но их было очень мало, потому что все остальные были набранные люди, они были не по должностям там находились и не по уму находились. Они просто были там не по своему уму. Может быть, кто-то воевать умеет, но это же не значит, что тот, кто умеет воевать, он умеет строить государство. Ты сейчас на войну перешел, я еще Не, я имею в виду, это же, наверное, с войной они же начали государство строить. Война же начиналась, когда они еще могли его построить? Или Советский Союз был. Они же при Советском Союзе свое государство не строили, правильно? Советский Союз, Ельцин, Кравчук и Шушкевич отправили его в небытие. Да, я помню. Да, а чеченское государство сформировалось с 91 по 4 год и существовало. То есть вот эти 4 года... А эти 4 года мы в чем составе были? Ни в чем составе мои независимые государства были. С 91 по 4 год чеченцы жили в независимом государстве. В 93 году русские в одностороннем порядке, после того, как собственные там здания Совета из танков расстреливали, после того, как перебили там друг друга, передрались. Подожди, с 91 года мы что были?
Не под этим, что ли, как его? Не под Россией тогдашней? Нет, конечно. Абсолютно никакого отношения к России. России самой вообще не было. Это было вот такое состояние какое-то переходное. То есть не в полной мере даже работали всякие там вот эти государственные институты. Существовало, появилось как бы новое государство, но у него еще не было законов, оно все еще работало по прежним законам, наше тоже работало по прежним, вот это Советского Союза. Но потом как бы мы уже в 92 году приняли Конституцию, и все уже по нашей Конституции оно начало работать. И такой переходной период у нас начался. Просто с русского языка на чеченский перейти цахиновой валют юкадах цахина, потому что все вот это вот и монетный двор, и валюта, и все, она в Русне там же выпускалась. А мы, когда уже разошлись, если мы остались ни с чем, то есть нам с нуля надо это все делать. Поэтому мы опаздывали в этом плане. А так, в целом, в экономике, в этом деле мы намного лучше других в постсоветском пространстве, мы оторвались всегда. До 94 года мы жили в своем государстве. Пока вот этот Лобазанов, который ты говоришь, Гандемиров, Хазбулатов, Хаджиев, Завгаев, вот эти русские марионетки, они, Темишев в том числе, они не... Ты сказал Лобазанов, которого я люблю? Ну, я не знаю, ты его любишь или не любишь. А что Я, ты говоришь, что я люблю? Я сказал, я считал его бандитом, а ты говоришь, мне его я его люблю. я тебе не говорил, ты его любишь, не А, любишь. ну тогда я ошибся. Неправильно расслышал. Ну, я плохо расслышал, значит. Я не знаю, любишь ли ты его или не любишь. Вот этот Лобазанов, там, этот же Гентимиров, они на русских танках вот, при поддержке русской авиации заскочили в город 26 ноября 1994 года и создали ситуацию, которую русские начали комментировать, что у нас в Чечне банды друг с другом борются, а пойманные банды, которые заскочили в Грозно, у них действующие удостоверения русских солдат и офицеров. И банды на самолетах там залетели. Слушай, ну тогда же Джахар был у власти. Целые, там же государственный аппарат, правильно? Ну, они, значит, не делали свою работу. Там же много людей работает. Там, ну, он же не один был, там президенты, министры, там кабинеты, там сколько Я людей-то тебе работало. чуть о другом сейчас объяснял, ты просто не в курсе, как я понял, что у нас государство функционировало 4 года, пока русские не вторглись к нам. Вот украинское государство, оно примерно с тех же пор функционировало, работало, пока русские туда не вторглись. Как бы они ни в своем государстве что-то бы не устраивали, что бы там Рада не принимала, как бы там они в своей собственной жизни вот, государственной не жили, русские всё равно напали на них и вот сейчас делают то, что делают. У нас было то же самое. Я понял, но ты говоришь, что были тогда люди, которые, как сказать, не хотели, ну не то, что не хотели, а мешали созданию государства, правильно? Вот что ты хотел сказать. Что были люди на тот момент, которые мешали созданию государства. Ну, тогда, получается, их было очень много, и только некоторые из них хотели его создать. Если был президент, были министры, там, как их называют, госчиновники, работники, тогда, как я понимаю, значит, большинство из них препятствовали своими действиями, не давали создавать нормальное государство. Так? Ну, я не знаю сейчас, там, большинство или не большинство, точную тебе цифру давать, да,
но что люди, которым было по барабану государство или не государство, как и в России, как и везде существуют вот такие люди, чисто там, потребители, чьи-то, как бы абсолютно, которым главное там пожрать, поспать. Такие люди у нас тоже да, были. Но у нас были еще и люди, которые наработали на на русские спецслужбы. Вот как вот этот Лобазанов там и прочие. Гентемиров и Темишев и все остальные. То есть люди, которые работали на русских А против почему? нашей государственности, против государств, да, против Вот, чеченской вот, вот государственности. я думаю, если бы Темишев работал на русских, почему он тогда так не очень, ну, скажем так, в финансовом плане, они бы, наверное, поддержали его, правильно, на весь период. Он не мог же закончить где-то там во Франции, не самым лучшим, скажем так, финансовым образом. Ну, наверное, бы они как-то должны были его, нет, если бы он на них работал, как-то его там подтянуть, поддержать. Нет? Я откуда знаю, что там было. Ну, я не знаю его финансовое положение, во-первых, и не знаю, как у них распределяются эти гонорары и так далее. Но то, что журналист был и он там, где-то в создании исламской партии, исламского возрождения. И то, что журналист принес концепцию Джохару Дудаеву, которая, скажем так, с условиями, да, там, от русских. Я не знаю, какой журналист и в каких местах может, какой еще журналист может вот такие дела, короче, там крутить. Потом в Абхазии создавать каких-то отряды там, завлекать туда против грузин воевать на стороне русских. То есть там я сейчас не хочу циклиться именно на персоне вот этой, да, Мусы. Мы сейчас вообще-то вокруг Лобазанова крутились. И Лобазанов, когда вот ты говоришь, он Лобазанов сидел, Дудаев. Сидел, Грачев сидел у Дудаева. Грачева, знаешь, гнида была такая военная в России. Да-да, Генерал, знаю. министр обороны Российской Федерации. Он тоже сидел напротив Дудаева, они общались. Жириновскую мразь, помнишь что? Да. Она тоже приезжала прям в Грозное, там мразь сидела, Ну, общалась. смотри, Грачев, Жириновский, они же это российские чиновники, правильно? Подчиняющиеся России, большому государству. Это какой бы он мразью не был, мрази Ага. встречаются, и они сидят. А Лобазанов-то внутри Чечни жил, правильно? Он же не был официальным каким-то там Ну, министром и или депутатом. Он же как бы под как не властью был? Джохара, он же, по идее, Как под не был? властью. Он возглавлял там спецназ какой-то. Как не Ну, был? разве в республике он не был под властью Джохара? Разве Джохар не мог каким-то образом наказать его, поймать его, там, осудить его, что-нибудь с ним сделать, если бы хотел? Нет, ты что, не знаешь, что там происходили процессы, когда он в микрорайоне, когда Ханкарова, Хамзата, вот этого тоже героя, патриота убили. Именно вот этот Лобазанов, когда их банду там осадили. Не, я про него мало знаю, только я говорю, я слышал, что он Грозным кого-то убивал, я помню, что об этом слухи ходили, и то, что вот этот вот случай был, что у него в кабинете, больше о нем ничего не знаю. Я что-то не пойму. И вот ты потом здесь был такой тоже участник, Макс Бош. Он, Дудаев, короче, почему это не сделал, то не сделал. Ну вот посмотри ты сейчас на Украину. Украина и украинское государство, да, 46-миллионное, огромное государство. Видишь, что, да? При поддержке всего мирового сообщества, там, цивилизованного, западного, они не могут конкретно дать отпор потихоньку, вот, хоть и тихо это, но все-таки они сдают, и вот так вот не могут отстоять вот эту свою государственность.
дай бог, чтобы у них все было нормально, но вот такая вот ситуация. Это нелегко, когда против тебя вот такая вот мразь, как Российская Федерация, она постоянно вот в состоянии войны, в состоянии всякой агентурной вот этой вот деятельности против тебя вот такими методами как бы противостоит. Это очень сложно сказать, вот почему Дудаев не порвал на себе тельняшки, не подпрыгнул с молнией и задницы, не сбил их самолеты, там вертолеты, которые 26 ноября к нам залетали. Их всю технику, потом всю войну не победил, короче. Это сложно. То есть сегодня Америка даже, вот Трамп жопой вертит перед Путиным. Он поехал в Аляску, короче, там они встретились, и задница виляет, понимаешь? Перед человеком, который сказал, если кто-то вмешается, мы такое вам покажем, что мир никогда не видел, типа. После этого все еще улыбаются. А чеченцы сами не смогли мы, понимаешь? И Джахар не может. Тем более, когда у тебя Темишев, Лобазанов, всякие говнюки там лазят, которые готовы, короче, против вот твоего государства, вот так вот сразу, да, там всякие ваххабисты потом, которые после этого притащили, Удугов, брат Темишева, Ендербиев и прочие вот эти исламисты. Вот так вот это функционирует. То есть, чтобы у тебя, во-первых, если бы мы где-то в центре Европы жили бы, да, вообще там таких проблем у нас не было. Никакие агентуры, не агентуры. Проблема. Я тут просто говорю на не путать культуру и главный человек, скажем, не свой какой-то падки на бабки, то есть готовы там все что угодно. Вот такие, это как раз и есть объект их, вот, скажем так, и цели, да, такой ситуации. Как раз таки на них они и отрабатывали это все через них. Не будет же там герой России какой-то чеченец рвать на себе тельняшки, чтобы установить русский закон во всем мире, да, и в Чеченской республике. Как раз таки нет. Как раз таки там люди не идейные, а именно продажные. дать полгрозного или больше. В смысле? Да ты в этих кругах общался? Ты их видел, этих людей, которые были при должностях? Ты их истории слышал? Как они жили, что они делали, где они что брали? Они все зарабатывали, все, кто у власти был, все, кто, у кого была возможность быть у власти, все делали себе деньги. Кто-то взятки брал, кто-то деньги отправлял куда не надо, кто-то там нефтью что-то занимался. Все делали деньги. Ты думаешь, все богатства в Советском Союзе, когда люди набрали, они вообще откуда при Советском Союзе невозможно было богатым стать. Все они богатыми становились, потому что у них была не зарплата. При Советском Союзе, я не знаю, что было в тот 91-го, но при Советском Союзе, потому что все эти истории, они как раз истории Советского Союза. Тогда все то там, то тут разные, каждый по-разному эти деньги делал. То нарушал закон, деньги делал, то какие-то вещи привозил, незаконные деньги делал, то машины продавал, каких спекуляций деньги. То есть там все нарушали закон. Все, кто этим занимались, все нарушали закон. Не было никого там, кто без законов, без связи. Многие, которые
в Грозном, которые были магазины, какие-то предприятия. Я знаю, как они доставались, мне рассказывали всё это. Все через связи. Друг того-то пошел там министру, сказал, ему дали. Вот так все это происходило. При Советском Союзе, говорю, с 91-го я там без понятия, потому что в 91-м уже кого всех я знаю, в органах Да, никто не там работал. вообще во всем Советском Союзе это вот так и происходило, потому что вот эта советская империя, Советская империя, она как раз вот людей приучала к этому, и это их вот культура. Она и сейчас в России продолжается, и точно так же и сейчас они свою вот эту болезнь к нам, наши граждане, которые в нашей республике в этой системе выживают сегодня, они точно так же очередное Я считаю, поколение, то есть что инфицируют вот этой русской болезнью. я думаю, что сейчас гораздо хуже. То, что было после того времени, после Советского Союза, мне кажется, это в разы не то. Это, ну, это вообще я не могу даже сравнивать. Там люди договаривались, находили общий язык, кто-то кому-то помогал за что-то. А то, что потом пошло, это просто был беспредел. Чем это уже как бы нефункционирующее общество. Там люди находили общий язык, договаривались, взятки давали, брали, дела делали, что-то там еще свое там делали. Ну, много же там чего происходит, взаимоотношения, тысячи, миллионы. А то, что было потом, это просто полный беспредел. То, что установил Путин, это беспредел. Ну, там плюс-минус всегда одинаково, короче. Просто вот все равно когда-то, если ты хочешь избавиться от вот этой вот их, от русского мира, да, понятно, что Ты имеешь в виду нужно. коррупцию? Вот я живу в Америке, тут вовсю идет коррупция. Вот вовсю. Вот любой вот сенатора берешь, он приходит на работу, а потом уходит с работы с состоянием 20 миллионов долларов. Ну реально, это даже не, это даже не скрывают. Вы просто какого-нибудь сенатора введи вот в Google, скажи его состояние, он тебе скажет. И вот он сдал это состояние, сделал, при том, что он сенатор. Обама покупает там, у него было состояние, он за 2,5 миллиона дом купил. У него зарплата 200 с чем-то тысяч, там, или сколько, подожди, 800 с чем-то была в год. А он типа ездит, знаешь, дает эти лекции, якобы зарабатывает такие деньги. Все они тут коррупционеры. Тут об этом все говорят. Во всем мире стала коррупция, стала в обществе какой-то нормой. То есть вот так он работает. Если бы, может быть, в Европе по-другому, но здесь точно так. А при Трампе это вообще стало открыто. Он даже не стесняется. Он только на мошенничестве на биткоинах сейчас заработал, опубликовал миллиард долларов. Просто чисто на мошенничестве. Поэтому это не только русский мир, это вообще мировая проблема. Это проблема, которая в Америке, да. Просто в России это еще хамство. Тут хотя бы они договариваются, понимаешь, какие-то отношения, а там просто беспредел. Тебе нужно, наверное, в Афганистан переезжать, потому что там в шариате коррупция запрещена. Если ты в Америке видишь, что коррумпирован. Я слышал, что это в Америке коррумпировано, да, я же живу, я же знаю, как они разговаривают, что американцы обсуждают. Они об этом говорят вслух, никто ничего не скрывает. Или в Причем тут России коррупция? тебя Коррупция нужно здесь, повысить. причем открытая коррупция. Когда ты когда идешь на праймерис, допустим, ты идешь на сенатора, тебе откуда-то какие-то организации могут выделить там 5 миллионов долларов, 10 миллионов долларов, 20 миллионов долларов. Ты же понимаешь, что ты эти 20 не расходуешь. Камале Харрис выделили 1 миллиард, когда она пошла на президент. Ну что, она потратила 200 миллионов, а 800 куда делась? Это официально. Просто, И это как, проблема мировая. и Афганистан, как сейчас твое мнение? Ты доволен политикой Трампа? Трампа нет. Я вообще недоволен. Я вообще не понимаю, что за у него за заискивание с Путиным. Они что,
что у него там, что у него за дружба, что за бред просто. Ну, это вообще он бессовестный человек, честно говоря. Я, ну ладно, что там говорить, он сам такой, он Трамп, короче, тут там уже все ясно. Нормальный президент должен был нормально Украину поддержать, нормально им дать, чтобы они эту Россию на уши поставили. Что-то тут он до сих пор, о, Путин хороший, Путин. Я его сколько раз слышал, уже 2 года слышу. Все не спросят, Путин нормальный По-моему, человек. ты был трампистом во время этого. Нет, я не был выборов. трампистом. Он мне не нравился, у меня все соседи за него голосовали. Мне он не нравился. Но я не мог, я же не буду сейчас с ними спорить. Сам не американец, буду сейчас их учить, что он не тот чувак. Ну, я слушал, ну да, говорю, может быть. Хотя он мне не нравился. Но он зато им сейчас всем доказал, все его придурком считают. Кого я знаю, все его недолюбливают. Хотя все за него голосовали и радовались, что он сейчас там великие дела сделает. По крайней мере, судебная система его, он издает указ, через 3-4 месяца, полгода они его указ рубят. Не все, но в большинстве, в принципе, они рубят его указы, убирают. Какие-то оставляют. Но я вообще не знаю, честно говоря. Я надеюсь на время, когда он уйдет и нормализуется в этом плане. Он хорошо хоть, говорят, Европа на стороне Украины, как так говорят здесь, по крайней мере. Типа она ей помогает и не дает якобы Трампу на Украину сильно нажимать. Посмотрим. Так оно, нет. Ну, хотя Украина сама очень неплохо справляется. Смотри, сколько она из строя вывела нефтеперерабатывающих заводов. Я думаю, все, когда же там все встанет? Он все бьет и бьет, и взрывает, и взрывает. Там никак не встает и не встает. Может, чуть-чуть осталось подождать. А у вас как в Европе к Трампу относятся? Кого я знаю, в Европе к нему плохо относятся. Да, в Европе в основном негативно относятся, ну, либо нейтрально. Он такое ощущение, что он с цепи сорвался реально. Стал президентом и сорвался с цепи. Как злая собака. На всех стал накидываться. Все плохие, Европа плохая, все ее обманывают, Америку бедную. Европейцы плохие. Первый год европейцы были плохими, сейчас он уже об этом не говорит. Гренландию, помнишь, хотел забрать? Кадр